Всем привет, меня зовут Ксюша, и сегодня у нас в гостях победители второй лиги в хакатоне «Моя профессия IT», команда Upgrade в составе Марьянова Виктория, Андросов Александр и Петухов Максим. Мне интересно узнать, как вы решились на участие? Честно, меня уговорила учительница в последний день, я просто решила попробовать свои силы. То же самое. Мне просто было интересно, что это вообще такое. Раньше ли связывались с подобной сферой? В конкурсах участвовала, но не подобных. Очень жесткие дедлайны, никогда не было такого серьезного конкурса. Я бы сказал, что я участвовал там, где в основном 3D-моделирование. И вроде как был какой-то конкурс, где я своими постройками из конструктора делал. Я вообще не участвовала, это был мой первый опыт. Это республиканский, получается, конкурс. Было ли страшно? У нас был городской этап и Житай. Вроде бы. Ну, страшно, конечно, было. Мы первый шли на такой большой конкурс. Я не боялся. У тебя видно. Я вообще волновался. А почему? Ну, потому что там было сначала все очень непонятно. Не смущала ли конкуренция? Смущало очень сильно. Она была очень разная, но большинство команд, которые попали в первую лигу, были очень сильные. Ну, большинство. Они участвовали около 3 года, некоторые команды. 3 года они типа, профессионально занимались там дизайном. Да. За день они там успели просто сделать Они 3 уже презентации, 2 прототипа, Они уже все несколько сделали. макапов. Вообще. Но проблемы у них были. Были ли проблемы у вас? Проблемы, конечно, были. Были очень В большие. первое время со временем очень сложно было успевать. Там все время были чекпоинты, и менеджер должен был все время отвечать. Расскажите про ваш продукт. С чем вы выступали? Мы выступали с продуктом Web Medical Card. Это, можно сказать, большая объединенная медицинская база из разных мест. То есть ты мог иметь медицинскую данную в какой-то одной поликлинике, потом пойти с этими же данными в другую поликлинику. И фишка была в том отчасти, что эти данные могли бы использоваться не только здесь, в внешних местах, а вот вообще в любой точке мира. То есть, к примеру, с нашими документами, если мы где-нибудь поранимся в Москве, нам помощь не окажут, тогда поликлиника нас не примет. Кто чем занимался? Я дизайнер, и я зарабатывала прототип, логотип, вообще весь дизайн и презентацию основную свою. А вот что за прототип? Прототип — это, как сказать, болванка тому, как должен запрограммировать программист. То есть сайт и только по нему будет передвигаться. То есть активные окна и куда-нибудь присылают. Я разрабатывал сайт, но вообще это больше всего я копировал дизайн. Так, по идее, должно было. Это было Да. одно из условий. Я заполнял, что сейчас, вот, например, делает дизайнер, там, не знаю, 3D-модель какую-то делает. Я заполнял таблицы. большие таблицы. Каждый шаг расписывал. Вот, это командный хакатон, и были ли разногласия? Разногласий не было времени. Там все по таймингам было. Да, мы просто бежали как могли, особо не было времени припираться, просто говорили, ты делаешь, и там начинаем спорить, мы вообще ничего не успели. Не было ли желания все бросить? Вообще не было. Вообще не было. В самом начале было непонятно, мы еще не начали, нечего было бросать. Потом все-таки, да мы сейчас доведем, там вообще первое место возьмем. Вот, ваш наставник, как он помогал? Ну, он нам накидывал идеи. В самом начале, потом мы их развили, и это, то есть общее направление того, куда мы пошли. Была ли какая-то моральная поддержка вот со стороны? Не было просто времени. Не было вообще времени. Не сильно особо колебались на самом деле. Внутри было, конечно, страшно, понимаете, ого, большой конкурс, там очень надо успеть вообще. А так особо и не понимала. Что насчет конкуренции? Вот большой конкурс, республиканский. Включая нас, команда было 43. Это были Житай и мы, и там в основном были некоторые очень сильные команды от разных школ, именно IT-школ разных от города. И вот они были сильные конкуренции. Они участвовали по несколько раз. Ну, там были даже победители, которые участвовали Да. несколько раз. Вот оглашают результаты. Волновались ли вы? Какие вообще мысли были? Волновались.
сначала было отрицание, то есть как мы пришли, потом мы такие, мы участвуем первый раз, у нас есть шансы во второй лиге. Мы вообще не надеялись почти что на призовое место. Мы шли чисто, давайте попробуем в следующем году, если что, сможем попасться нормально. Просто прям постарались стать первым. Вот, в связи с распространением коронавирусной инфекции, хакатон был перенесен в онлайн формат. Понравилось ли вам это? Были плюсы и минусы. Не было такого общего командного страха и особо такого духа, вот, когда все сидят в большой комнате, все разрабатывают, все пытаются успеть в этот срок. То есть, например, у некоторых из кураторов был плохой звук, ну, все эти проблемы с Zoom. А так было удобно, то, что можно было выйти из класса, из дома, очень помогало. И еще, может, встретить другие типа проекты. Иногда нам показывали их. Причем было быстрее и проще собираться, наверное. Тем, что Ну, да. не надо было ждать, когда кто-то пропал, кто ушел. Да. Все просто в одном месте зашел, подключился. Вообще, да, наблюдать удобно, можно посмотреть, и у кого проблемы, можно их обойти. Ну, такая вот некая наблюдательность. Да. Свяжете ли вы свою будущую профессию со сферой IT? Да, мы выбирали это направление конкурса, потому что до этого занимались этим. То есть, ну, было понятие толка в дизайне, вообще рисование в целом. Так что да, пойду. Ну да, всем нужны сайты. Вы пойдете именно по своей сфере, которая здесь работали? Определенно так. Ну, примерно так. Все, каждый на своей части, конечно. И поэтому ее и выбирали. У меня были понятия по дизайну, поэтому я пошла на них. Ну, мы два разработчика, я решил стать менеджером, а он разработчиком. Почему решил стать менеджером? Ну, он более как-то опытнее, что ли, от меня. Мы в одно время вроде как даже начали. Вы сказали, что ты более опытный. Ну, так-то я по клавиатуре быстро могу писать. Получается, вы команда Upgrade. Как пришла в голову идея названия? За день до конца регистрации. И мы просто выбрали ну, что-то более органичное, конкурсу и минималистичное. Это было просто и быстро. Кому пришла вот идея названия? Ну, нет. Мы регистрировались, просто в последний момент такие, какое название? Upgrade, пишем, хорошо. А как вы апгрейдились за период хакатона? Очень сильно помог с тайм-менеджментом. То есть ты можешь сделать гораздо больше, чем ты ожидал. Ну, когда думаешь, что вот в этом есть условно 3 дня, учитывая то, что в 4-й это просто показ работы, ты там не успеешь ничего сделать. Сам утра уже готово. И за эти 3 дня нужно сделать и прототип, и несколько презентаций, и все это дело. Должен проработать потом разработчик, ты менеджер должен все оформить. То есть гораздо больше можно было успеть. Раньше мне казалось, чтобы сделать такой простенький уйдет месяц. Я знаю, что я бы этот сайт где-то за неделю полностью мог бы сделать. Я впервые узнал, что есть такие таблицы, например, Living Governance, это вообще ужас. Там нужно все описывать. Нужно было каждый чекпоинт успевать, каждый чекпоинт описывать. Потом еще таблицу нужно было заполнять, который каждый шаг, потом еще нужно было структурировать Мы презентацию. сидим, там работаем, говорим, типа, менеджер, вот я там что-то ПТД делаю, и он такой, хорошо, время там с 8 часов, там, условно, до 9, вот сидит, разрабатывает что-то. Вот, а что за таблицы? Ну, например, Living Governance, там нужно было описать, типа, в чем преимущество, есть ли аналоги и так далее. Полный анализ бизнес-модели какой-то. Ты заполняла презентацию. Что было в этой презентации? Я делала основную презентацию и свою как дизайнера. Свою как дизайнера обшли, цветовые решения, шрифты, почему ты их взял. Некоторые неудачные, как неудачные, те, что варианты, которые отпадали, то, что мне шел финальный вариант. А в основной презентации, была сама презентация продукта, и вот то, что все менеджер написал в LinkedIn. Более оформлено. Общую стилистику, за это тоже были отдельные баллы. Презентацию я сам сделал. Что ты писал в этой презентации? Содержание, какие требовалось. Вот и все. Чекпоинты, как они проходили? В сумме у каждого отдельный был, типа, вот дизайнер должен показать своему, типа, эксперту, куратору. И вот, и каждый заходил по своей. Как проверки же были все. Да.
То есть мы должны были... На чем? То есть у вас, типа, вот у вас обед, ну, типа, 2-3 часа на работу, потом чипоем. И вы говорите, что вы тут за эти маленькие 4 часа, как мне казалось, сделали? Я думаю, типа, ничего себе. Какие советы вы можете дать начинающим в IT-сфере? В IT-сфере или участие в конкурсе? Участие в конкурсе, в IT-сфере. Собрать команду заранее. Да. Очень. Ну, первый день знакомы не были, должны были уже придумать готовые идеи и кооперироваться. Там еще и ограниченные это платформы для программ. Так что нужно решиться с Да, тем. были очень четкие рамки, то есть там за отдельные программы было больше баллов. Если ты там писал этот код сам, тебе больше баллов. Если там нет, на тильде, к примеру, писал, тебе давалось меньше. И, в общем, там надо было сразу все это узнавать, выдавливаться. Там была прям какая-то цепочка, и там в каждой было написано, что за что дают баллы. И там было прям куча пунктов. В общем, главное подготовиться, не регистрироваться в последний день. Вот почему вы решили пойти именно в медицину в вашем продукте? Ну, потому что все выбрали спорт, и мы хотели хоть как-нибудь там Трек. выделиться. Трек, здоровье и спорт. И как направление все взяли что-то вроде фитнес-приложения. Таких уже даже сейчас очень много. И то есть это по части помогло нам выделиться. Мы были чуть не единственные, кто взял что-то более серьезное, такое нацеленное, как на государственный проект, что связано с медициной. Хотите ли вы развивать вот ваш продукт в будущем? Это карты медицинские. Очень сложный и очень амбициозный Очень продукт. сложно. Но в перспективе, если несколько лет там поработать, а потом можно просто получать прибыль. Вот вы участвовали в хакатоне, получается, параллельно школе. Мешало ли это или у вас было У освобождение? нас было освобождение, и нам было легче. Вы отпросились в ВПР, да? Да. Не было ли ощущения, что вы теряете что-то из школьной жизни? Очень казалось. Очень Я думала, казалось. что сейчас приду, и вот прям вот сразу пришли на двойки в математике. Оказалось, мы даже на тему не сдвинулись. Я прям удивилась и даже обрадовалась. У меня прям было куча тем, но мне сказали, то, что тебе нужно сделать только домашнее задание, вот мы тебе видеоуроки поскидывали. Мы же домашнее задание задали. Да. А я пришла, как будто у нас болело, и мы ничего не прошли. Мне вообще мало домашнего задания задавали, именно те, что обязательно нужно А сделать. делать еще меньше, да? Так-то еще это важные уроки, они немного по теме сдвинулись. Было ли вот тяжело влиться обратно вот в эту среду школьной жизни, оторваться от хакатона? Да, потому что последний день был воскресенье, и ты приходишь, он был еще длиннее, мы до 9 ждали результата, приглашения победителей, и потом пришли домой, и как бы следующий день была уже учеба. После 4 дней вот такой нон-стоп работы. Мы с самой IT-школы не ходили тоже. После этого всего. Про кураторов, кто это были, знакомы ли вы были с ними ранее? Может, видели где-то? Кураторы вроде как они или были экспертами, нет, экспертами другие. Эксперты это были те, кто давали теги. Кураторы это те, кто, по-моему, нам прислали эти. Они больше были организационными, мы с ними встречались. Ну да, у нас были менторы, и кураторы, и эксперты. И Экспертов мы видели чаще, каждый чекпоинт, а вот менторов... менторов, типа, они сидели в Они WhatsApp были и каждый все. раз, они были теми, кто проверял, кажется, эти работы. Нет, И те, кто следил за этим. На тем, чтобы все получили приглашение, и больше организационный момент, кажется. там модератор смотрел все, типа, он заходил к нам, смотрел, например, таблицу, фильмы и всякое такое. Сидишь, работаешь, параллельно видишь, вот такой смотрит. А показывает какой слайд, прям рассматривает, 15 минут стоит, смотрит. Не чувствовала ли давление какое-то со стороны? Что вот сейчас скажут, что это плохо, переделывай. Перед финалом, Перед финалом. после работы вообще. Я перед финалом немного уже вздрыгнул. Даже он. Как иногда особенно давление. Какие вот у вас эмоции были, когда вот вы узнали, что все, вы победили? Мы сначала очень огорчились, что не пришли в первую лигу, Хотя потом удивились, потому что на первое место второй лиги. То есть мы участвовали первый раз. Были немножко огорчены, до этого прям обрадовались. Мы типа вообще почти что и не надеялись на какие-то Нашли просто призовые места. участвовать, проверить, что там как. Конкурс немного изменился. Но я точно помню, я сказал, что мы заняли первое место, но так и произошло. Наши экстрасенсы.
Некая ванга команды. С какими мыслями вот вы шли на хакатон? Ну, просто сначала шли мыслями просто поучаствовать. Просто попробовать хотя бы, что это и как это происходит. Просто каждый год слышишь, что вот кто-то участвовал на хакатоне, там участвовал на хакатоне, там все их спрашивают, думаешь, что это такое, хотели бы участвовать. Тем более я тогда спрашиваю, что за хакатон. Узнал, что это такое хакатон? Да, И как счастлив? я слишком много об этом теперь знаю. Разработка нон-стоп. Просто четкое, краткое определение. Вы довольны своим итоговым проектом? Ну, в целом, В целом, да. Да. как я занял первое место, ведь как быть недовольна. Ну, может, сейчас Ну, что-то я понимаю, исправить? что можно было сделать что-то лучше или быстрее, но как бы вспоминая то, как То, сидишь сколько и нам вечером давали. пытаешься их закончить. Можно было больше корректировать, больше память, но как бы вот. Ну, вы, получается, шли вслепую на хакатон. Вы вообще не знали, что это. Ну, да, нам типа давали типа предельное, что это, а так мы вообще не знали, что, Да. как это проходит. Я просто слышала от участников, что это серьезно и жестко. Все, что я слышала Да. в хакатоне. Вот кто был инициатором? То есть вас же, ну, наверняка кто-то подтолкнул. Или вы чисто ваше индивидуальное решение? Ну, нас подтолкнул Софья Афанасьевна, это наш учитель в школе IT, и вот она собрала нам команду. Она нас всех собрала просто. Последние дни пришли и что-то сказали. Сами вот до этого не хотели? До этого нет. Просто До было этого мы- страшно слушать даже, что там говорили про хакатон. Пишут, что вот там ты там видео, как 3-4 дня попадали одноклассники. Приходили и говорили, как там было очень жестко. Я тогда это вообще не хотел участвовать, потому что просто лень. Понимаю. Я хотела вообще узнать, что это, потому что я только слышала от друзей, типа, Да. что хакатон это какая-то вообще такая сложная вещь, что все там капец какой-то. Но потом в конце как-то влюбаешься. Да. То есть ты такой приходишь в 6 вечера домой, такой, а в смысле не надо больше до этого пахать, это объяснение, или передавать в работу программистам. Вот, вас, так сказать, запугивали мыслями, что хакатон очень сложный. Вот. Мы запугивали скорее, сами выпадали из мысли и цеплялись за них. Оправдались ли? Ну, честно, сейчас показалось, что да, если вспоминать сейчас, то часто это было довольно интересно. Да, иногда даже смешно, там были веселые, например, модераторы. Просто учиться иногда страшно, что вот ты идешь в 9 туда, и так дальше до 6 работаешь. Потом, что продолжаешь работать дома. На самом деле, очень даже вливаешься в процесс, даже очень, потом под конец ближе нравится работа, когда уже видишь более финальный продукт. Были ли какие-то прям ошибки, какие-то глупые? Ну, да, когда я писала таблицу, то у меня были Очень. иногда. Очень глупые ошибки, подцы, энты, да. Я ходила иногда корректировала таблицы. Какие-то были, может, интересные моменты, о которых вы можете рассказать? Смысла не было, у нас просто не было никакого времени. Мы пользовали доску, когда на ней рисовали то, как что будет выглядеть. Возвращаясь к ошибкам, первая версия нашего сайта была ужасная. Она была старомодная, она была неинтересной. Я просто первый день снесла все и начала делать заново. Прям 3D-моделирование появилось, а не просто типа Ну да, мы собирались по вечерам и думали, первый день штурмовали идеи, потом говорили, что сейчас делает. Также собирались уже после хакатона. Мы посреди работы смеялись над любыми вещами. Это мы смеялись, посидели этими вещами. Сейчас Я сидела и вот так. Пилюли. Как ваши родители реагировали на то, что вы выпадали из жизни? Буквально. Мы напались, по вечерам звонили. нормально. То есть как, когда ты приходишь в 9, там в 6 вы не заканчиваете, еще дальше сидите, что такое, особенно в последний день, до 9 в школе вообще. Вообще там прям названивали нам. Меня забирали чуть ли не с последних этих. Мне не звонили, мне писали. Как-то поддерживали ли вас семья? Поддерживала ли вас семья? Да. Да, очень здесь. Они тоже говорили, что всем главное поучаствовать, узнать, что свои
возможности, типа, ты можешь сколько угодно развиваться сам, но, типа, вот видишь, как люди вокруг, там вообще их уровень, оценить себя более адекватно. Ну, в финале еще был один забавный момент, что вот ровно перед Воркусом метода, как огласить результаты, и мы расстроились из того, что мы попали в первую лигу, и написать: мама, типа, как дела? Вот ровно в этот момент. Мне родители всего лишь идеи подкидывали, но и они уже были у нас. Да, мне тоже подкидывали, но они были какие-то одинаковые, что ли. У меня не прям не делились процессом с родителями, скорее больше атмосферы конкурса. А вот как вот тестировалось? То есть вы отдельно люди заполняли? Последний день просто мы все заливали все свои работы. Вот третий день ты думаешь, что если доработаешь, все, потому что должно быть все готово. Ты просто все приколываешь по папкам и ждешь вердикта. Как смертную казнь. Ну, чтобы не быть подозрительным, мне приходилось почти каждые 20 минут. У них свои на 10 системы, то есть, выкладывать. если, типа, первые несколько дней чекпоинтов ничего не было, там, уже последний день появилось, то тоже, как бы, балл бы сняли, потому что надо все время что-нибудь закидывать в свою папку, что, типа, вот, мы работаем, сейчас работаем. Забывали ли вы когда-нибудь записывать? Нет, если мы это бы забыли, то это было бы очень, типа, Там странно. отдельный балл был, то, что вот ты там запомнил, сколько ты запомнил, это тоже отдельный балл. Типа, вот, например, у тебя это анчелева, у тебя вообще было все ужасно, и вдруг в один день уже появилось все. Типа, вот это было бы очень странно. Но некоторые команды так делают. Там каждый раз все время мониторили эксперты. Было видно, что эксперты смотрят вашу работу. Поэтому я в презентацию оставил ссылку на GitHub, там можно посмотреть, какие изменения вообще были. С какими мыслями вы ушли с хакатона? Счастливыми и положительными. С сознанием большего, Ну да. особенно про использование времени. То есть не было такой усталости, что вот 4 дня работал какой-нибудь. Скорее, желание больше творить. Больше, да. Больше работать. Я просто хотел узнать, что было в призовых. Какой-то приз вот был формата? Да, был Видеокнига. Видеокнига, ну типа чай какой-то пустил вроде бы и книжка о Проект купить вообще. Ну, самое главное название того, что победил. Вот мы поговорили с ребятами насчет хакатона. Надеемся видеть вас в следующем году. Спасибо, что вы пришли. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Спасибо. Всем пока.